أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И если вы будете начинать с этого в каждом деле, будь то воспитание ваших детей, выбор работы, выбор учебного заведения, начните с этого. Подумайте над этим, потому что Аллах, направляющий на истину, Он наставит вас и ваших детей. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Пусть мир, милость и благословение Аллаха пребудет над всеми вами. Сегодня мы послушаем брата Юсуфа Истиса. Юсуф Истис — бывший христианин, бизнесмен. Он известен своим юмористическим и развлекательным методом доведения ислама в простых английских терминах. Брат Юсуф еще известен своими сайтами в интернете, которые упрощают изучение ислама и предоставляют возможность для обучения и изучения тем, кто интересуется самой распространяющейся религией мира — исламом. Шейха Юсуфа также знают по кабельному и спутниковому телевидению таких каналов, как канал Ислама и телевидение мира в Великобритании. Его передачи про детей пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на телевидении мира очень популярны. Чтобы рассказать сегодня нам о детях со своим уникальным сочетанием смеха, разума, юмора на тему «Наши дети, наше будущее», давайте поприветствуем молодого и привлекательного, каким бы ни был его возраст, брат Юсуф Истис. Маша Аллах. По-моему, сегодня сюда все пришли. Так, одну минутку. Если вы еще не здесь, то поднимите руку. Я так и знал, что кто-то это сделает. Хвала Аллаху. Хвала Аллаху, Господу миров. Из всех людей, которые сегодня пришли сюда, из всех выступающих, выбрали именно меня для беседы о детях. Ну, вообще-то я очень люблю детей. Очень сильно. Я принимаю участие в различных программах, касающихся подростков и детей по всему миру, особенно у себя на родине, в Соединенных Штатах. Я хочу вам поведать один секрет, если вы не расскажете никому. Обещаете? Хорошо. Причина, по которой я люблю работать с детьми, и причина, почему я так люблю играть с ними, заключается в том, что я сам когда-то был ребенком. Всевышний Аллах дает инструкции в Коране для наших юношей. И я не думаю, что есть что-либо подходящее для подрастающего поколения, чем речь Аллаха Свят Он и Велик. Большинство моих слушателей по всему миру не понимают арабского языка. И это очень печально, потому что если бы они понимали его, то по-настоящему поняли бы истинный смысл слова Аллаха. Ну, как бы то ни было, мы постараемся дать самый приближенный, самый лучший перевод смысла слов, который мы только сможем. А также постараемся упростить поиск этих слов в Коране. Каждый раз, когда вы находитесь с детьми дома и пытаетесь воспитывать их, самое последнее, о чем вы думаете, это посмотреть в Коран. Потому что вы в постоянном напряжении, говоря им: не делай то, делай это. О, Господи, посмотрите, что они делают сейчас. И поэтому я хочу облегчить вам этот процесс поиска ответов на эти проблемы в Коране. Итак, у вас есть число. Это число для немусульман является своего рода суеверием.
Они боятся этого числа. Так что, когда они строили высокие здания, то, достигнув высоты 12-го этажа, они не поднимались выше. И когда они научились строить дома намного выше, гораздо длиннее, чем это, то в лифте после 12-го этажа шел сразу 14-й. Так, какое же число они пропускают? Правильно. Они боятся числа 13. И всегда говорят про пятницу 13. Но мы, мусульмане, мы не беспокоимся о числах. Мы не суеверны. Нас беспокоит только довольство Всевышнего Аллаха нами. Так что забудьте о суеверии, но запомните число. И прочтите его наоборот. 31 и 13. 31, 13. Потому что 31 в Коране — это сура Лукман. Я знаю, что вы не видите, но это так оно и есть. Итак, глава 31 — это сура Лукман. И аят 13, тот, который нам нужен, так как в нем хорошие советы. Кстати, советы вообще-то начинаются еще с 12-го аята, в котором говорится о Лукмане, и продолжается до 19-го аята. Послушайте внимательно. Сейчас я постараюсь дать наиболее точный перевод смысла. И подумайте над тем, как бы вы могли применить это по отношению к своим детям. В переводе говорится: «Мы даровали Лукману мудрость». И мудрость здесь значит глубокое понимание религии. Сказав ему: «Благодари Аллаха». Тот, кто благодарит, поступает только во благо себе. А если кто не благодарен, то ведь Аллах богатый и достохвальный. Он не нуждается в том, чтобы ему молились. И вот Лукман говорит своему сыну, наставляя его. Это очень сложный процесс — давать советы своим детям. Лукман говорит своему сыну: «О сын мой, не приобщай к Аллаху сотоварищей». Не приобщай к Аллаху сотоварищей. На арабском это называется ширк, потому что совершение ширка по отношению к Аллаху — это великая несправедливость. Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в 2 года. Благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие. А если они, твои родители, будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им в этом. Не повинуйся им в этом, но сопровождай их в этом мире по-доброму. И следуй путем тех, кто обратился ко мне. Обратившийся к Аллаху, то есть покаявшихся, потом вам предстоит вернуться ко мне. И я поведаю вам о том, что вы совершали. И дальше продолжается: «О сын мой, если нечто весом в горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину Аллах проницательный, ведающий». И это означает, что Аллах знает обо всем, и Он проницателен. «О сын мой, совершай намаз, выстаивай молитву». Это вид поклонения, который Аллах предписал мусульманам, и мы совершаем его 5 раз в день. На английском это будет звучать как pray, но арабы говорят еще смешнее — bray. Конечно, намаз — это нечто больше, чем просто молитва. В английском языке слово pray означает вот это. Христиане делают вот так. Но ведь это не молитва. На арабском это будет называться дуа. Но только когда мы делаем дуа, мы не закрываем наши руки, а наоборот раскрываем их, чтобы поймать что-нибудь, если Аллах нам даст. Также в Библии говорится: молитесь непрерывно. То есть не останавливайтесь в своих молитвах.
И я помню, когда я был христианином, нас всегда спрашивали, а как это возможно? Как можно молиться все время? Но в арабском есть слово, которое объясняет это понятие. Это слово «зикр». И мы делаем его постоянно. Это означает всегда помнить об Аллахе и поминать Его. В действительности, в Ветхом Завете упоминается слово «салят» в его правильном смысле, но в английском языке у него не было эквивалента, и поэтому они перевели его как «pray», то есть «мольба», но это слово описывается как «поклоняться», «делать земной поклон» и «падать ниц». Все это из-за нехватки слов в английском языке. И поэтому 3 разных по смыслу слова переводят на английский как «молитва». Вот это, то есть дуа, вот это, то есть зикр, который бывает в мыслях и сердце, и салят, намаз, который мы совершаем 5 раз в день. И затем в этой суре Лукман говорит своему сыну, уже после того, как он указал ему на правильное вероубеждение, когда объяснил, что нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха, после того, как он обязывает его намазом, и только после этого он призывает своего сына поощрять одобряемое и запрещать порицаемое. Обычно при чтении Корана вы переходите с одного аята на другой, чтобы глубже понять его смысл. Это очень красиво. А если мы сейчас посмотрим на 3-ю суру и 110-й аят, вы заметили? Я все еще использую те же самые числа. Помните, я назвал 31, 13. А теперь 3.110. Это сура семейства Имрана, аят 110. Очень удивительно, что именно в этом аяте в Коране Аллах приравнивает веру в Аллаха к 2 действиям. В других аятах Корана после слов «веры в Аллаха» идут слова «совершали благие деяния». Начиная с суры Бакара до суры Аль-Аср. В этом же аяте говорится: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от порицаемого и веруя в Аллаха». Вы слышали это? 2 действия. Вы призываете к мааруф и удерживаете от мункара, и затем веруете в Аллаха. И мы попросили одного из ученых помочь нам пояснить этот аят. И он сказал нам, что мааруф и мункар — это не просто хорошее и плохое. Очевидно, что мааруф — это хорошее, а мункар — это плохое. Но он сказал, что это крайность обоих из них. То есть мункар, который упоминается здесь, и мааруф в самом наивысшем проявлении каждого из них. То, к чему вы должны призывать людей, это поклонение одному Господу. Призыв к поклонению Аллаху со всеми вытекающими отсюда последствиями. И запрещать им порицаемое. То есть то, что уводит людей от этого поклонения, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Призывайте к справедливости, морали и запрещайте все, что уводит от этого. И затем этот шейх, ученый, сказал нам: как вы можете требовать веру в Аллаха, не совершая этих 2 действий? Это очень хорошее высказывание, не так ли? Далее следует очень хороший совет. «И терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость». Теперь я сделаю небольшую остановку и посмотрю другой аят, чтобы получить более глубокое объяснение этому аяту. Потому что когда Аллах использует какое-либо слово в Коране, мы не имеем права давать ему значение от себя, особенно в переводе. Здесь используется слово «терпение», но давайте посмотрим на арабском. Здесь говорится «васбир» от слова «сабр».
А теперь я вам прочитаю суру, которую вы, наверное, знаете. А если нет, то вам следует обучать ее своих детей. Аллах в этой суре клянется временем. Но мы даже не знаем, что такое время. Вообще-то у меня даже часов нету. Время для нас, оно нам кажется долгим или коротким. С научной точки зрения, нам говорят, что на Земле мы находимся очень много миллионов лет, что галактика существует столько-то миллиардов лет, но мы даже не имеем представления, что такое время. И Аллах здесь клянется временем. И Он тот, кто создал все это. И Он клянется, что инсан, кто такой инсан? Человек, все люди. Аллах говорит, клянусь предвечерним временем, что все люди несут убытки, что они не смогут расплатиться в день суда, они не смогут выплатить долги, в которые они влезли, будучи в этой жизни. Они неудачники. Неудачники. За исключением маленькой группы людей. Вот это, о чем я говорил несколько минут назад. Они верят в Аллаха и совершают благие деяния. И они заповедали, призывали, подталкивали, поддерживали друг друга во всем правильном и праведном. И они заповедали терпением. Потому что слово «сабр» имеет очень глубокий смысл по сравнению с английским словом «терпение». Очень огромный смысл. Сабр имеет смысл устойчивости, то есть то, что продолжается и продолжается и продолжается. Я делаю рукой вот так, как арабы делают, когда объясняют смысл этого слова. Я не знаю, что это значит, но они всегда так делают. Это прекрасно, не так ли? Так, у нас осталось еще 2 аята, 18 и 19. Он все еще дает советы своему сыну. И не отворачивай свое лицо от людей из высокомерия. И не шествуй по земле горделиво. Воистину Аллах не любит всяких гордецов и похвалов. Давайте поразмышляем над этим аятом. Есть одна плохая привычка, которую мы часто наблюдаем в телевизорах, в фильмах, где она описывается как юмор, как нечто смешное. Вы понимаете, о чем я говорю? Это когда маленький ребенок смотрит на своих родителей, на старших людей или на учителя и говорит им что-то нагло, обзывает их, издевается над ними, унижает их. И это кажется смешным со стороны. Вы понимаете, о чем я? У вас ведь есть телевизор? У многих из вас. Дети наблюдают за этим, и они будут подражать этому, если их не контролировать. Один из методов — это просто запретить им смотреть это. Но в конечном счете они все равно будут где-нибудь это смотреть. И поэтому это очень важно, разъяснить им это, пока они молодые, и объяснить им суть проблемы, что такого рода разговоры и такая походка неприемлема. Давайте я вам продемонстрирую, чтобы это было немного понятней. Вот как они ходят. Эй, чувак, что там? Вы видели когда-нибудь такое? Видели, как дети делают это? И они опускают свои брюки очень-очень низко. Очень низко. Это очень плохо. И они говорят, а что такого? Все так делают. Что такого? Вы помните суру Аль-Аср?
Все будут брошены в адский огонь, кроме тех, кто уверовал и совершал благое. Тогда почему же у ваших детей желание быть с большинством? Ведь все очевидно. Посмотрите на сегодняшний мир. Что делает большинство людей? Даже из этого можно понять, что вам нельзя это делать. В следующем аяте говорится: «Ступай размеренной поступью и понижай свой голос». Вот хороший совет. Дети очень любят кричать. Когда они заходят домой, они кричат: «Эй, мам!» А она стоит прямо перед ним: «Эй, пап!» А когда они хотят чего-нибудь: «Эй, я голодный!» В этом аяте говорится: понижай свой голос. Потому что Аллах дальше говорит, если вам интересно, где этот аят в Коране, некоторые из вас, скорее всего, слышали о нем, но не знают его место расположения. И это пример того, чему нужно обучать своих детей. И мы видим в мечетях, все хотят, чтобы такие аяты читали родителям детей. Когда дети шумят, все хотят, чтобы эти аяты прочитали их родителям. И в продолжении этого аята говорится: «Ибо самый неприятный голос — это рев осла». Это рев осла. Самый неприятный голос. И это то, что нам говорит Аллах о повышении голоса. Очень хороший совет. Я был впечатлен им. Я вырастил некоторых своих детей христианами. А когда они выросли, я принял ислам, и других своих детей воспитал в исламе. И разница между ними, как абсолютно две разные семьи. Вы никогда даже не подумаете, что они братья и сестры между собой. С одной стороны, те, кто употребляют спиртное, наркотики и так далее, с ними даже не хочется проводить время, слушать их голоса и то, как они разговаривают, их громкий голос, который не останавливается. А с другой стороны, семья, воспитанная в исламе. Увидев их, вы скажете: «Маша Аллах». Так, я хочу продолжать со словами Всевышнего, а не тем, что говорит Юсуф Эстис. Если вы прочтете Коран, то во многих аятах можно встретить дуа Ибрахима, мир ему. И он не делал дуа только для себя, говоря: «О Аллах, дай мне то, дай мне это», как мы обычно это делаем. Где бы он ни делал дуа, он всегда делает его за своих детей. И это очень хороший совет для нас, чтобы мы всегда делали дуа для наших детей. Потому что мы не направляем на истину. Разве не так? Аллах направляет на истинный путь. А теперь я перейду к суре Ибрахим, так как я сейчас говорю про нее. Это сура 14. И у меня новые числа, 1-4. Сура 14. Сура 14, аят 35. И вот Ибрахим сказал: «Господи, сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам». Потому что отец Ибрахима был идолопоклонником, и он делал идолов для поклонения. И дальше в аяте он продолжает делать дуа: «Господи, воистину они ввели в заблуждение многих людей. Тот же, кто последует за мной, относится ко мне. А если кто ослушается меня, то ведь ты прощающий, милосердный». А потом он делает еще одну дуа: «Господь наш, я поселил часть своего потомства в домике, где нет злаков, у Твоего заповедного дома». Он говорит о Каабе в Мекке. Господь наш, пусть они совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами. Быть может, они будут благодарны. Только посмотри, как он делает дуа для своих потомков, и как Аллах испытывает его тем, что Ибрахим пожертвовал частью своей семьи, оставив их в месте, где нет пропитания, и где они не смогут выращивать ни фруктов, ни овощей. Вокруг пустыни, скал и грязи.
Но Аллах даровал им пропитание, потому что только Аллах дарующий. Это было сильным испытанием, и Аллах также часто испытывает нас посредством наших детей, когда мы должны пожертвовать ими. То есть поселить их в лучшей среде. В лучшей не в смысле там, где много денег, богатства и еды, а там, где лучше для их имана. И они смогут поклоняться Аллаху, не предавая Ему сотоварищей. Сейчас я хотел бы немного поговорить о людях, которые переселяются со своей семьей из Даруль-Имана в Даруль-Куфр ради дунья. И я здесь использовал арабские слова, и теперь мне нужно их перевести. Дар означает место, иман — это вера, куфр — неверие, а дунья означает мирские блага. Что происходит с теми, кто забирает своих детей из места, где преобладает сильная вера, и поселяет их там, где эта вера слаба или совсем отсутствует? И они делают это ради мирских благ. В такой ситуации каждый подумает, кто же захочет сделать такое? Но представьте себе ситуацию Ибрахима. В суре 14. Вы можете прочитать ее сами, где он оставляет свою жену и сына, аяты с 35 по 45. Прочитав их, вам будет легче понять о том, о чем я говорю. Ибрахим был испытан Аллахом тем, чтобы он оставил свою семью, одну из его жен и сына, оставить их в долине, где не было еды, где нельзя было бы вырастить что-нибудь для пропитания. А как бы вы поступили? Но он сделал это, потому что это была священная земля. Там была Кааба. Некоторые даже говорят, что это место, где Адам, мир ему, совершил земной поклон, прося прощения у Аллаха за совершенный им грех. Но он оставил их там. И дело в том, что их иман был очень сильный. Их вера была очень сильной. И их дальнейшее потомство знали эту историю и передавали ее из поколения в поколение. И некоторые люди из их потомков продолжали поклоняться Аллаху, не предавая Ему сотоварищей. Сегодня нам всем известно, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является прямым потомком Ибрахима, мир ему, то есть от тех двух людей, Ибрахима и его жены Хаджар, и их сына Исмаиля. Сегодня мы это знаем, что он произошел от них, и мы нисколько не сомневаемся в этом. Посмотрите на то, с чем он пришел, как Аллах наставил его, и от потомства Ибрахима пришел Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И сейчас нам очевиден призыв Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, к поклонению одному Богу, совершению намаза, а затем идет призыв людей к праведности и запрещение плохого. Кстати, вы поняли порядок во всем этом? Прежде чем выйти и призывать людей к исламу, запрещать другим что-то, вам нужно исправиться в первую очередь самому. Для начала посмотрите на свою веру, исправьте ее, изучите акиду, вероубеждение. Вы должны понять, что вера в Аллаха — это единственное, что вам нужно. Довериться Аллаху и поставить Его обязательства, приказы выше, чем то, что вы хотите. Не так ли? Сделайте это в первую очередь, а затем уже поклоняйтесь Аллаху так, как Он хочет этого. И только потом призывайте людей к благому и запрещайте зло. В последнее время некоторые молодые мусульмане оставили намаз, совершая очень большую ошибку, думая, несмотря на то, что они никогда не молились, не совершали намаз, не изучали акиду, то есть они не знают ничего об исламе, имея при этом просто имена мусульман. Они думают, что они могут сейчас выйти отсюда и делать все, что угодно, убивать невинных людей, предполагая, что это совершается во благо, но они не совершили ни одной молитвы.
Между прочим, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я вспомнил про этот хадис вчера, когда был со своим другом. Этот друг сказал мне: знаешь, что действительно заставило меня совершать намаз? Когда я принял ислам, я молился 1 раз в день, 2 раза в день, 3 раза в день, и думал, что все в порядке. До тех пор, пока не прочитал хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в котором говорится: разница между нами, верующими, и теми, кто не уверовал, пятикратная молитва». Пятикратная молитва, салят. Он говорит, именно это и заставило меня задуматься. И потом я стал молиться 5 раз в день. И если ваши дети не молятся 5 раз в день, то у вас большая проблема. Очень большая проблема. Молитва, в первую очередь, до того, как совершить что-либо другое. Сперва идет вера, потом эта вера проявляется в поклонении. Идем дальше. Теперь я хотел бы вам рассказать одну историю, до того, как я закончу свое выступление. Это история про одного из наших братьев. И здесь нам станет понятным, что случается с тем, кто взял своих детей из среды имана вместо куфра. Однажды, когда я был в аэропорту города Сан-Антонио, штат Техас, я был имамом мечети этого города очень давно. Как-то раз ко мне подошел один брат, военный в Саудовской Аравии. Он был очень радостным. И он сказал мне: «Сегодня лучший день в моей жизни, я так счастлив». Я сказал: «Серьезно? Что случилось?» Я подумал, может быть, он женился или, не знаю, может быть, получил визу для совершения хаджа. Я спрашиваю: «Почему ты так счастлив?» Он сказал: «Сегодня я устроил своего сына в американскую общеобразовательную школу». Я сказал: «Что?» Он ответил: «Я устроил своего сына в американскую общественную школу». Я сказал ему: «Лучше бы ты его засунул в туалет». Он посмотрел на меня так: «Брат, может быть, ты меня не понял, или я плохо на английском говорю? Я устроил своего сына в школу». Я ответил: «У тебя с английским все хорошо. А как у тебя с арабским? Почему ты не засунул своего сына в туалет?» Сказав ему это на арабском. «Потому что если ты вытащишь его из унитаза, грязь можно будет смыть». Он развернулся и ушел. Через несколько лет мы стали с ним хорошими друзьями. А потом я познакомился с его семьей. И однажды я увидел его через неделю после этого случая в мечети. И он был очень хмурым. Я спросил его: «Что с тобой?» Он глубоко вздохнул и сказал: «Знаешь, в этой новой школе есть одна проблема». Я говорю: «Да? Только одна?» «Они не разрешают моему сыну иметь свое имя. Они хотят переименовать его во Фреда». Я сказал: «Почему? А как его зовут?» Он сказал: «Его зовут Туркей. Так мы называем его дома». Я сказал: «А что такого? Это хорошее имя. Бывает обычно у людей из Турции». А Турция руководила всей Аравией во времена Османского халифата. В чем проблема? Он говорит, что они не разрешают носить это имя и хотят называть его Фредом. Я спросил: «А если у него какое-нибудь другое имя? Имя его дедушки или еще как вы его называете?» Он сказал: «Умар». Я ответил: «Пусть так они и называют его». Так они и сделали. Итак, я перейду сразу на 10 лет вперед. Через 10 лет я переехал в Вашингтон, где я сейчас работаю в качестве имама. И я встретил этого брата на завтраке. Я сказал ему: «Брат, Абу Турк, ассаламу алейкум». Он в ответ поприветствовал меня. Я спросил его: «Ты что, переехал сюда?» Он сказал: «Да, я работаю здесь в посольстве». Я говорю: «Маша Аллах, я так рад тебя видеть». Он попросил у меня номер телефона и сказал, что хочет поговорить. Я сказал: «Хорошо». Затем он позвонил ко мне и пригласил в гости. И я согласился. Конечно, почему бы нет? Затем я поехал к нему. Со мной был один брат. И я рассказал ему всю эту историю про то, что засунуть в унитаз ребенка будет лучше, чем отдать в нашу школу. И когда мы приехали к нему, он принял нас по всем арабским традициям. Мы сидели на полу. Он угостил нас арабским кофе, финиками. Мы сидели, наслаждались нашей компанией, и он говорит мне: «Помнишь ли ты мне, что ты сказал мне в первый день нашего знакомства?» Я ответил: «Конечно, помню». Он говорит: «Ты точно помнишь, что ты мне сказал?» Я сказал: «Да, я только недавно рассказывал эту историю брату, пока мы ехали к тебе. Спроси его».
Тогда, когда я сказал тебе, что устроил сына в американскую школу, ты сказал мне, что лучше бы я засунул его в унитаз. И я сказал, так точно. Он говорит, ты был неправ. Я говорю, может быть. Я и раньше ошибался. Ты был неправ. Лучше бы ты мне сказал, что засунуть ребенка в унитаз – это в 10 раз лучше, чем устроить ребенка в американскую школу. Я сказал ему, брат, что случилось? Он говорит, я даже не знаю, где он. И стал плакать. Я даже не могу себе представить. Мы перестали его видеть. Он все время убегает из дома. Я спросил, у него есть машина? Он говорит, да. Я говорю, а сколько ему лет? Он говорит, 17. Я говорю, ему 17 лет, и у него уже есть водительские права? Он говорит, да, есть, мы договорились. И вы купили ему машину? Да. Я говорю, вот это уже первая проблема. У него есть мобильный телефон? Да, но сейчас он есть у каждого. Я сказал, так давай позвоним ему. Мы позвонили ему, я говорю ему, «Эй, брат, я здесь у твоего дома, давай подтягивайся». Сын говорит, «Круто, я сейчас подъеду». И он сразу же подъехал. Он не хотел говорить со своим отцом, но поговорил с нами. И я сразу же сказал ему, «Знаешь, поехали со мной на 2 дня. Я еду делать даават, поедешь со мной?» Он говорит, «Конечно». Я говорю, «Хорошо, но мы поедем в тюрьму делать там даават». Он говорит, «Что?» Я говорю, «Мы поедем в тюрьму к заключенным, чтобы сделать им даават». Он сказал, да, я, конечно же, хочу поехать. Я говорю, хорошо. Итак, мы вместе с ним поехали в центр города Вашингтон, в тюрьму. И когда мы зашли туда, он увидел нечто удивительное. Потому что в Вашингтонской тюрьме есть часовня, которую сделали христиане. Они используют налоговые деньги на построение часовни, органом, со всеми делами внутри. И мусульмане в этой тюрьме потребовали мечеть для себя, основываясь на равных правах для всех граждан. И таким образом там построили мечеть. В ней есть все, место для омовения, для молитвы. И даже есть место впереди для имама, чтобы он мог встать немного вперед во время молитвы. Затем, после того, как мы совершили молитву, я дал небольшой дарс, наставление. Потом я спросил у сидящих, хочет ли кто-нибудь принять ислам, так как там были гости, не мусульмане. Некоторые из них подняли руки, и они приняли ислам. Я спросил их, уверены ли вы в том, что вы больше не будете поклоняться Иисусу, самому себе или чему-либо другому помимо Аллаха, и делать то, что Он вам повелевает, и следовать в этом пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. И они все сказали «да» и произнесли шахаду. И я все время плачу во время шахады. И когда я посмотрел на сына своего друга, то увидел его плачущим. Слезы падали с его глаз. И на обратном пути он сказал, «Я в первый раз был свидетелем, когда кто-то принимает ислам. Ислам великолепен. И только ислам ведет по прямому пути». И это все говорит этот мальчик. Он вырос в мусульманской семье. Однако я думаю, что он не видел пример для подражания. Да, конечно, его отец все время занят на работе, у него не хватает времени. Кстати, я попросил разрешения у брата рассказать эту историю, и он даже настоял на том, чтобы я ее рассказал по всему миру, так как я хочу, чтобы все знали, насколько это опасно бросать своих детей в немусульманских школах и не нести за них ответственность. И поэтому делайте дуа за этого брата и его сына, потому что после того, как родители не видели его долгое время и не знали, где он бывал, он вернулся домой, и теперь у них все в порядке. Но дело в том, что вся семья должна как-то измениться. Я напомнил сыну о том, что он должен слушать своих родителей, так как Аллах говорит нам об этом в Коране. Но я еще напомнил и его родителям, что их сын теперь живет в Америке. Вы не живете в Саудовской Аравии. И не рассчитывайте, что ваши дети будут одеваться так, как вы, тогда как все дети на улице одеты по-другому. Что произойдет с вашими детьми? А что происходит? Я сейчас вам скажу. Я думаю, некоторые из вас поймут, о чем я. Вы одеваете на свою маленькую дочь хиджаб. Маша Аллах. Идете с ней в школу, маша Аллах. Она выглядит так красиво, длинная одежда и хиджаб.
Но как только она заходит в школу, идет в раздевалку и снимает его, красится и выходит к подругам. «Эй, вы чё, читаете рэп? О, я тоже». Что это такое? Это потому, что вы учите их жить в двух разных мирах. И ребенок становится двуличным. Когда он рядом с родителями, то одно. А рядом с друзьями совершенно другое. И это все происходит на самом деле. Если вы не отнесетесь к этому серьезно, то в один прекрасный день отправите мне письмо на электронную почту. Как-то я получил такое сообщение. Кто-то писал мне: «Помогите мне, помогите мне, помогите. Мне нужна ваша помощь. Я не знаю, что делать. Моя жена, мои дети, они...» После этого он поведал свою очень длинную историю. И таких писем я получаю очень много, каждую неделю, от мусульман со всего мира. Потому что они не посмотрели, чему нас обучил ислам, как нужно воспитывать детей в соответствии с Кораном. Зато все они хотят читать таких психологов, как Спак или Флойд, чтобы понять психологию человека. Но вы не хотите читать Коран и посмотреть, что говорит тот, кто создал этого доктора Спака и Флойда, того, кто сотворил все и не спаслал вам руководство. Эту книгу. Вы хотите знать, как воспитывать детей? Вот вам руководство для этого. Чего же вы еще хотите знать? Сегодня я получил письмо от араба-христианина по имени Грегори из Австралии. Последний раз, когда я был там, они хотели испортить мое выступление. Они поднялись и стали перебивать меня во время выступления. Но по воле Аллаха мы смогли повернуть все в нашу пользу, так как я проявил терпение. И как вы думаете, что произошло? После того, как они пытались прервать мое выступление, некоторые из христиан поднялись и произнесли шахаду. И сегодня, когда он отправил мне это грязное письмо, я ответил ему в хорошей форме и разместил его на нашем веб-сайте, чтобы он увидел его. Я ответил ему: «Спасибо за то, что ты дал мне тему для обсуждения сегодня». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал нам: «Самое лучшее, что вы можете сказать, это нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И если каждое дело вы будете начинать с этого, будь то воспитание детей, выбор работы или учебы, начните с этого. Подумайте об этом, ведь только Аллах может наставить. Он наставит вас и ваших детей, если захочет. Не молчите. Говорите. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, дал нам очень хороший совет. Если вы увидите запретное, то должны остановить это своей рукой. Если вы не можете сделать этого, то остановите это своим языком. Если не сможете сделать этого, то проявляйте к этому ненависть в сердце. И это будет самым слабым проявлением веры. А теперь я вам покажу кое-что. И вернусь к тому, что говорил. Поразмыслите над этим. Проявление веры в этом хадисе схоже с тем аятом суры Аль-Имран, где говорится: «Я уже говорил вам, что структура этих слов такова, что вера в Аллаха идет после слов призывать к одобряемому и запрещать порицаемое». В хадисе, который я вам только что прочитал, вы можете увидеть такой же смысл. И поэтому вы не сделаете то, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по порядку. Вы же не начнете делать это с ваших рук, потом переходить к словам, а затем к ненависти сердца. Это будет наоборот. И поэтому, если вы увидите курящего, разве вы подойдете, заберете сигарету изо рта? Нет, это неправильно. Вы начнете с того, что скажете: «Фу, это противно». Потом вы подойдете и скажете ему: «Пожалуйста, не курите, ведь это плохо, и нам тяжело здесь дышать». Ну а потом, если уже ничего не меняется, вы заберете и выбросите эту сигарету, говоря ему, что он загрязняет кислород для всех в этой комнате. Однако в хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, все было наоборот, потому что мы должны понять, что когда что-то отдаляет людей от ислама и его основ, ислам — это не то, чтобы выглядеть как-то. Ислам — это не то, что вы одеваетесь, как кто-то из Пакистана или из Саудии. Это быть вежливым к своим родителям, быть добрым к ним,
даже тогда, когда они стареют и не могут за собой ухаживать. Вы окружаете заботой своих родителей. Вы не сдаете их в дом престарелых. Нет, мусульмане не делают этого. Вы ухаживаете за ними, не жалуясь. И даже не говорите им, Аллах сказал вам, даже не говорите «уф», потому что они заботились о тебе тогда, когда ты сам не мог о себе позаботиться. И это то, чему нас учит ислам. И это то, чему ислам обучил меня. Уважение. Почтение к родителям. Я люблю вас ради Аллаха. Пусть Аллах облегчит вам воспитание ваших детей в эти дни. Аминь.